У нас только что прошло 8 марта. И я хочу поздравить также всех сестер во Христе, всех женщин, девушек, девочек. Классный праздник. И не так давно у нас было 23 февраля, да? И 23 февраля мы никого не поздравляли, как-то у нас вообще это День защитника Отечества. Но как-то сложилось у нас в стране, что в принципе это гендерные праздники, да, какие-то. То есть 23 февраля там поздравляют всем мальчиков, то есть пена, носки. А 8 марта это уже как бы поздравляют, как правило, женщин. Ну и там уже полет фантазии, он не ограничен. Цветы обязательно и так далее. К чему я это говорю? Вы знаете, я недавно тоже прочитал новость, к 8 марта. Вы знаете, что у нас прибалтийские страны, бывшие, республики Советского Союза, они там борются со всем советским, и иногда эта борьба, она переходит всевозможные грани разумного. То есть вот у них на 8 марта они выпустили законодательный акт, по-моему, то ли в Литве, то ли в Эстонии, о том, что было запрещено магазинам делать скидки женщинам на 8 марта. Потому что они за гендерное равенство, что все люди, они равны, и что женщинам нельзя на 8 марта скидки делать. Я даже не знаю, насколько это хорошо, но, вы знаете, мы плавно переходим к теме проповеди. Это вот мужчины и женщины. Я сегодня решил взять такую фундаментальную тему. Если что-то пойдет не так, в смысле вразрез с твоими убеждениями, не торопись меня сразу закидывать камнями. Дождись, может быть, все-таки Бог хочет что-то сказать. Я верю, что то, что я скажу, это от Бога. И смотрите, какая парадоксальная ситуация вообще на самом деле в мире. Вот то, что сейчас мы в свободе находимся, мужчины, женщины, и у женщин столько свобод и прав, не всегда так было. Совсем недавно еще, у нас наша страна, Россия – это Российская Федерация, преемница Советского Союза, и юридически, и так далее, поэтому я могу сказать, что наша страна, многие родились в Советском Союзе. Мы в 17 году, женщины получили права первые на этой планете, как нигде. Право избираться, избирать, то есть подумайте, не было. Право на 8-часовой рабочий день, право на декретный отпуск. Нигде этого не было, да и сейчас-то особо, знаете, я не знаю, есть где-то еще вот такое, может быть, тоже бывшие страны Советского Союза, когда женщина, она может уйти в декретный отпуск, сидеть с ребенком, и ей еще за это платят. Вот. И многие-многие другие вещи, да, которые уравняли женщин в правах. Если посмотреть на западные страны, там картина не такая радужная. Вы знаете, еще в 50-е, в 60-е годы, подумайте, это еще 100 лет не прошло, это, в смысле, прошлый век, 20-й, то есть 1950-е, 60-е годы, у женщин не было прав таких, избирательных, им платили меньше, на законодательном уровне все это было. И почему так сложилось? И вот сейчас, вот это движение, знаете, которое оно за свободу женщин, за равенство, оно имело корни правильные. Потому что говорили, может быть, одно, а по факту женщины, они были неравны. Но все это вылилось вот в такие, уродливые формы, не побоюсь этого слова, когда женщинам на 8 марта запрещают делать, например, скидки. Мы все равны. Более того, дальше вы знаете, на Западе сейчас за равенство, и например, женщина-полицейский, у нас должны быть, знаете, везде должны быть квоты. Вот столько-то в списке, да, например, по составу у тебя 50 на 50, например. 50% полицейских мужчин, 50% женщин. Я не знаю, до пожарных или до пожарников, как правильно? Пожарных. Вот среди пожарных, по-моему, еще не дошли, но я просто хочу задать вопрос таким людям. Я, в принципе, ничего против не имею, но когда тебя будут грабить на улице, ты хочешь, чтобы тебя спасал кто? Здоровенный мужик в форме с пистолетом или хрупкая женщина тоже с пистолетом и тоже в форме? Или когда у тебя дом горит, чтобы к тебе ломали дверь, разбрасывали горящие бревна, и кто к тебе прорывался и спасал тебя? Задайся вопросом. То есть я к тому, что, знаете, может быть, стоит задаться вопросом, что мы, может быть,
все-таки разные? А если мы разные, мы совсем разные? Или мы в чем-то разные, но где-то мы одинаковые? Или мы все-таки одинаковые? И возможно ли быть разными, но равными? Вот на этот вопрос, знаете, я бы хотел сегодня ответить и посмотреть на это с точки зрения Бога. У нас кто создал этот мир? Землю создал Бог, все, что вокруг нас, создал Бог. И творение Его, оно совершенно. Мы можем смотреть на природу, на то, как все устроено. Земной шар, солнечная система, галактика. То есть у меня времени хватит, если я сейчас в эту сторону пойду. Ну как все классно, да? То есть вы знаете, что Солнце чуть ближе было бы к Земле, мы бы все сгорели. Чуть дальше мы бы все замерзли. Вы знаете, что вся наша галактика еще, вот, то есть планета Земля, которая вращается вокруг Солнца, и все остальные планеты, которые вращаются, еще вся эта галактика, она тоже вращается, и она летит, как бы, да, в пространстве. Привет всем сторонникам теории Земли, плоской Земли, да, как бы. Но если вдуматься в это, знаете, как вот вода, она испаряется, поднимается, падает в виде дождя, и идешь на лес, смотришь, на море, на реку, ты понимаешь, что насколько прекрасна вообще природа, и насколько совершенен замысел Божий, да? На комаров смотришь, вопросы возникают. Но и то понимаешь, что, наверное, птицы должны их есть, да, как бы, попробуй их убей, и, ну, нарушится баланс системы какой-то. Я к чему это говорю? Если Бог, Он создал человека, который создал вот это все совершенное вокруг, неужели Он ошибся? Что-то не то сделал, как бы не так получилось, да, почему какие-то, не кликает, как-то не работает. Но я верю в то, что у Бога был совершенный план. И Он нас создал такими, какими мы есть, для того, чтобы мы этот совершенный план воплотили здесь, на земле. Но что-то пошло не так, да? Давайте мы посмотрим, разберемся с этим. Давайте посмотрим сначала, что же Библия у нас вообще говорит по поводу вот мужчин и женщин с самого начала. И мы должны понимать, что Библия, она однозначно говорит, что мы разные. Да? Давайте мы посмотрим. Самая первая книга в Библии – «Бытие». Вот оно идет сотворение мира. Бог, Он создает мир. И 1 глава, 27 стих. Внимание. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Дальше, внимание. «Мужчину и женщину сотворил их». Я хочу обратить ваше внимание, что и мужчина, и женщина, они сотворены по образу Божьему. Он по своему образу решил создать человеков, да? Мужчину и женщину. И я думаю, что сейчас никто в мире, он, в христианском сообществе, он не будет оспаривать вот это выражение, вот это утверждение, что и мужчины, и женщины мы созданы по образу Божьему, мы созданы равными. Но вы знаете, не всегда так было, в том числе в истории церкви. Как я уже говорил, во многих странах женщины, они были поражены в правах, да? Так скажем. Может быть, не поражены в правах, но у них не было таких равных прав, как у мужчин. Вы знаете, даже у иудеев, у них была молитва такая во времена Ветхого Завета, когда они говорили, что, Господи, благодарю Тебя за то, что я иудей, а не язычник. Благодарю Тебя за то, что я свободный, а не раб. Благодарю Тебя за то, что я мужчина, а не женщина. То есть, зацените, да? И вы знаете, часто сейчас я тоже иногда, могу слышать, когда женщина говорит, почему я вот если бы я родилась мужчиной. И, я не думаю, что какому-то мужчине приходят такие мысли, не потому, что он такой, у него роль такая, но, знаете, мужчины, они более примитивны в своем, как-то и мышлении, и вообще во всем, они о таких материях не думают, но мне никогда такие мысли не приходили.
Знаете, если Бог, Он что-то дал, ну, дал, как бы. Но наш Бог, Он великий Бог. И когда Он создал, я просто хочу, чтобы вы понимали вот всю глубину. У Бога был план. Вы понимаете? Он не просто вот так, сейчас попробую, нормально. Или там, не получилось, пусть живут. Нет, у Бога был план совершенный и для мужчины, и для женщины. И то, что Он нас создал разными, это тоже не случайно. Вы понимаете? Итак, первое, что мы должны понимать, что и мужчина, и женщина, мы имеем для Бога одинаковую ценность. Написано, что Бог, Он создал нас по своему образу и подобию. И мужчину, и женщину. Вы согласны? То, что мы посмотрели из Писания. И Бог, Он ничего не будет создавать, знаете, несовершенного по своему образу. Бог, Он совершенный. Вы согласны? И мужчина, и женщины созданы по Его образу и подобию. Итак, для Бога здесь мы имеем одинаковую ценность. Дальше мы идем. Библия, она также учит о том, что и у мужчины, и у женщины есть одинаковые духовные дары. Вы понимаете? Они не различаются по гендерному признаку, по половому признаку. Но Дух Святой, Он доступен и для женщин, и для мужчин в одинаковой форме. Нет такого, что у мужчин там какое-то больше помазание, или у женщин в чем-то. Но все дары, они доступны. Когда Павел, он пишет в 1 Коринфянам, и он говорит про дары Духовного Духа, он не говорит, он не делает никаких различий, что вот, например, вот это что-то там особенно для женщин, это для мужчин. Давайте мы прочитаем. 1 Коринфянам, 12 глава, 7 по 11 стих. Дальше читаем. Но каждому, еще раз, каждому, это что значит? Это вообще всем. Дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Еще раз, и для мужчин, и для женщин в одинаковой степени доступен Дух Святой и дары, которые Дух, Он изливает, которые Он дает. И, вы знаете, и у женщин, и мужчин есть определенная мера ответственности пред Богом, то, как они будут использовать эти дары. Здесь нет никакой разницы в этом. И больше я вам хочу сказать, знаете, если бы женщины в церкви, они бы не практиковали свои дары, если бы они не делали, то церковь, она была бы неполноценной. То же самое, как если бы мужчины не проявляли. Без женщин церковь, она вообще была бы другая. Я бы больше вам скажу, многих бы церквей вообще бы не было. Нет сострадания, было бы меньше сострадания, меньше продуктивность бы была, было бы меньше служения однозначно. И, знаете, такой вот пример сейчас, может быть, я вперед забегаю, не знаю. Вот вы помните, когда у нас пастора были совсем недавно, и мы проводили вечер ответов на вопросы, когда все сидели и говорили. Я после этого включил трансляцию, запись и посмотрел. И вы знаете, что у меня есть что сказать по этому поводу? Мне понравилось. И знаете, чем мне понравилось? Тем, что открывалась полнота. Вот все сидят, там 4 их было. 4 же, да, или я 4 был? Да, я был 4, всего нас 4. И смотрите, у каждого есть какое-то свое мнение, но у каждого оно немножко отличается, да, какой-то вот дар. Но в целом возникает какая-то полнота. Вот Бог, Он так раскрывается, понимаете? Я думаю, что, наверное, мудрость в этом также, что если одному такую полноту изливать, человек загордится, наверное, просто. И вот с мужчиной и женщиной в какой-то мере, вы знаете, вот,
Я опять же говорю, наверное, я вперед забегаю. Но полнота приходит, когда есть дары у женщины, есть дары у мужчины, и вместе есть полнота какая-то. Есть целое. Итак, пока то, что мы закрыли, да, для Бога и женщины, и мужчины имеют одинаковую ценность. Мы это уяснили, да? То же самое мы уяснили, что дары, проявления Духа Святого и для мужчин, и для женщин, они одинаковы. Они даются без каких-то предпочтений. Но при всем при этом, знаете, вот, мы же разные все-таки, мы отличаемся. И Бог, вот его дизайн, если так можно сказать, его план, он разный для мужчин и для женщин. Давайте мы посмотрим, чем же мы отличаемся. И для этого также нам нужно будет вернуться в Бытие, 1 глава, вот то, что мы читали, да, «Сотворил мужчину и женщину по образу и подобию». Еще раз, мы принадлежим к одной человеческой расе, да? То есть мы гуманоиды. Но при этом вот есть два пола. Что бы там ни говорили на Западе, да, вот есть мужчина и есть женщина. И вместе они составляют человека, да, человеческую расу. То есть больше никаких на самом деле полов нет, никаких других гендеров нет. Я надеюсь, я не буду даже про это говорить. У нас вроде бы, мы в России живем, все здраво, убеждать вас не надо. Да, как бы. Но если посмотреть, то есть биологический, медицинский факт, мы разные. У нас разное строение тела, анатомически, у нас физиологически разные тела, гормональный фон там и так далее, вот это вот все, мы разные. И так не случайно Бог так задумал. Давайте мы посмотрим, вы знаете, я опять, может быть, вперед забегу, вот то, что я вам говорил, когда полнота возникает. Я верю в то, что Бог сделал так специально для того, чтобы мы нуждались друг в друге. Чтобы было желание друг к другу, и чтобы мы дополняли. И тогда будет полнота и целостность. Знаете, есть такая фраза, дословно не помню, но приблизительно так, что вот женщины, и с ними невозможно, и без них нельзя, да, вот, многие мужчины говорят, в ней как бы сокрыто, что, не знаю, вот тут как бы и понять невозможно, да, и вот и мозг выносит, и вот и без нее плохо, как бы, да, и что вот делать с этим? Я думаю, что женщины, не знаю, как у женщин, наверное, тоже какое-нибудь выражение такое есть, скорее всего. Но еще раз, мы нуждаемся друг в друге, и давайте мы найдем подтверждение этому в Новом Завете. Первое послание Коринфянам, 11 глава, написано следующее, с 11 стиха, 11-12 стих. «Однако ни женщина, ни мужчина не могут быть независимыми друг от друга в Господе». Я вам читаю в новом русском переводе. Я думаю, вы интеллектуальные способности проявите, и как бы корреляция есть, как бы там в синодальном. В новом русском переводе звучит так. «Однако ни женщина, ни мужчина не могут быть независимыми друг от друга в Господе. Как женщина произошла от мужчины, так и мужчина рождается от женщины, но все сотворено Богом». Женщина произошла от мужчины в каком смысле, что первоначально, да, вы помните, что Адам был из праха земного сотворен, а жена, она была сотворена из Адама, да, из ребра. Но потом мы рождаемся все через женщину. Но первый стих, да, здесь. Ни мужчина, ни женщина. Можно 11 здесь, как это в синодальном? Ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Как там можно так сказать. Ни женщина, ни мужчина не могут быть независимыми друг от друга в Господе. Я один такой умный, и мне никто не нужен. Вот эта позиция, она неправильная. Но для полноценной жизни, внимание, вот есть первоначальный дизайн, первоначальная мысль, как Бог, Он сотворял этот мир. Идеальный, как Он это задумал.
И вот для этой идеальной жизни, которую он задумал, женщина и мужчина, они нуждаются в друг друге. Возникает вопрос. Мы нуждаемся в друг друге, но мы разные. Есть определенные отличия. И вот эти вот отличия, то, что мы разные созданы. У нас нет в зале людей, которые все-таки будут еще утверждать, что нет, мужчина и женщина, они абсолютно одинаковые. Я на всякий случай просто вот это равенство и так далее идея. Мы разные, да? Мы разные. Слава Богу, вот эта ересь и этот бред, который есть на Западе, да, он до нас. Мужчина, он не может забеременеть. Да, это сугубо женская прерогатива. Да, так же, как, в общем, все с этим. Мы разные. Вот эта вот разность, вот эти вот индивидуальные черты, которые Бог, Он изначально вложил в мужчину и женщину, как вы считаете, это каким-то образом сказывается на то, какую функцию, какую роль мы должны выполнять в семье, в церкви, в обществе? Вот вы знаете, я раньше думал, что, например, про своих детей. Вот у ребенка ярко выраженные, например, способности к чему-то, а в чем-то он, например, бывает, вот как сейчас делят гуманитарии там и естественные науки, да. И вот один ребенок, например, к математике тяготеет, но у него все плохо. Можно там чуть-чуть успокоить, а как-то сильно громко, или вниз спуститься. Про что я говорил? Да, про то, что способности разные. Я думал так, что если, например, в чем-то силен, то нужно развивать слабые стороны, чтобы подтянуть. Но вы знаете, как-то потом до меня дошло, что если Бог, Он наградил чем-то, да, нужно развивать свои сильные стороны, быть еще лучше в этом. И, может быть, и то не забывать, но если нет у тебя способности к чему-то, хоть ты, знаете, иногда ты бьешься, так смотришь такой... Ой, пусть Господь благословит, да и так сойдет, А в чем-то, ничего объяснять не надо, на лету схватывает. То есть есть определенные какие-то вещи, вот знаете, то же самое с мужчиной и женщиной. Если мы отличаемся, и Бог, Он дал что-то, наверное, как-то это должно сказываться на той роли, которую мы выполняем в семье, в жизни, в церкви. Вы согласны? Бог создал мужчину и женщину разными, внимание, для того, чтобы мы выполняли разные функции. И что я пытаюсь донести? Смотрите, мы разные. Это не означает, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Вы понимаете? Мы просто разные. Но когда мы вместе, вот эта вот идиллия возникает в идеальном варианте, когда каждый исполняет свою функцию, которую в него или в нее вложил Бог. И мы вместе, и тогда, знаете, получается идеальный вариант. Может быть, опять я забежал вперед. Давайте я еще такой пример приведу, не знаю, может быть, рано. Вот мне такой пришел, не знаю, насколько удачно. Вот молоток, например, если взять. Вот молоток, это как прообраз мужчины, например, да. Сугубо утилитарная вещь, предназначенная для определенных задач. То есть нужно гвозди забивать, можно сломать что-нибудь. Что еще можно сделать? Много чего, да. Но вот если его поставить, например, а женщину, например, как ваза, вот если сравнить. Кто лучше, молоток или ваза? Странно сравнивать, да? Разные функции, разные задачи. И еще раз, то есть, например, ваза для чего предназначена? Не знаю, для украшения. Да, можно поставить цветочки туда. Можно цветочки не поставить, можно воды налить. Можно пустую поставить, и просто будет красиво. Интерьер какой-то там и так далее. Но если мы возьмем вазу и начнем забивать гвозди, эффективность, наверное, можно, смотря из чего ваза сделана. Потому что вазы такие бывают. Кто-то из алюминия погнется, но забьет. Кто-то чугунная, так что и гвоздику не поздоровится. Кстати, чугун, он тоже очень хрупкий, да? Где-то гвоздь забьет, а потом раз и лопнуло. Это так меня что-то дальше понесло в этих сравнениях, да? Но если взять молоток, украшение из него так себе получается, да? Вот если его на стол поставить,
Вот он предназначен для чего-то. Еще раз, я хочу просто показать, не знаю, насколько удачно, но разные функции, предметы предназначены для разного. Вот Бог, Он вложил в мужчину и в женщину тоже какие-то определенные функции. Это не значит, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Мы просто разные. Но когда мы вместе, один гвозди заколачивает, вторая украшает, знаете, создается идиллия. Но когда ты начинаешь выполнять несвойственные себе функции, со стороны это выглядит смешно. И получается так себе. Дальше. Давайте мы посмотрим, для чего же Бог вообще создал молоток, в смысле мужчину. Бытие, 2 глава, 15 стих. Также в современном переводе прочитаю. Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы тот обрабатывал землю и ухаживал за растениями. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. В синодальном переводе так звучит. Дальше, 18 стих. После этого Господь Бог сказал: «Вижу я, что нехорошо человеку быть одному. Сотворю ему помощника такого же, как он». И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И здесь о чем говорится? О создании сначала мужчины, потом женщины. Смотрите, Бог создал мужчину для чего? Он создал его и сказал, что будешь обрабатывать землю, будешь ухаживать, будешь возделывать, будешь править, будешь, в том смысле не указывать, а вот это все делать. Но потом Бог посмотрел, и нехорошо человеку одному, тоскливо. И смотрите, Он создает женщину, и что Он говорит? «Сотворю ему помощника такого же, как он». Женщины, не напрягайтесь, пока я сейчас там дальше все развернется, и вы уже либо согласитесь, либо не согласитесь. То, что я хочу сказать, мужчина, сам по себе, Божий дизайн, он создан для того, чтобы, пытаюсь правильное слово подобрать, быть ответственным, руководить, если, просто сказать, то это все по-разному смысл вкладывают в это, но он ответственен за эту землю. Так же, как мужчина, он ответственен за семью. А жена, она была создана, Ева, для того, чтобы быть ему помощницей. И, как я уже сказал, давайте мы, пока не торопитесь, сейчас я все расскажу вам. Ни у кого пока диссонанса не возникает, что как будто женщина, она там где-то снизу поставлена, мужчина, он там босс какой-то. Но смотрите еще раз, у Бога, не как у людей, знаете, его дизайн. Мы сейчас смотрим на совершенный Божий план, как оно должно быть, И давайте мы, может быть, сразу перейдем то место Писания, которое вызвало столько несчастья, принесло женщинам, и невзгод, и столетиями трактовалось, в прямом смысле. Давайте мы прочитаем. Ефесянам 5 глава, 22-23 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены мужьям во всем». Знаете, это место Писания, его просто так взяли, и напрямую, знаете, и о чем говорилось всегда, проповедовалось, что куда ты лезешь, твое место у печи и детей рожать. Грубо говоря, вы понимаете, постоянно потыкалось, говорилось, но, как я сказал, на самом деле просто вырвано из контекста. Да, это говорится об этом, но даже здесь есть такая, знаете, отсылка, что 23 стих, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он глава церкви, дальше
внимание, и Он же спаситель тела. Ну, не суть. Сейчас хочу, чтобы вы просто это запомнили. Муж, он не просто глава, но он еще и спаситель. Сравнивается со Христом. Откуда это место Писания? Может быть, кто-то уже знает, я как-то проповедовал на эту тему. Давайте мы прочитаем, придется напрячься и прочитать большой отрывок, целых 15 стихов, или там 17. Надеюсь, кто-то сейчас выполнит месячный план по чтению Библии сразу. Я буду читать и сразу буду давать комментарии, хорошо? О чем здесь говорится. Потому что вот это место, оно было вырвано и вот, в таком негативном свете использовалось. Итак, Ефесянам 5 глава с 15 стиха. Давайте начнем. Сейчас я посмотрю, у меня... Да, я тоже взял синодальный перевод специально. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. О чем здесь говорится, что, ребята, дорожите временем, не будьте безрассудными. Дни, они очень обманчивы. Кажется, что у тебя времени куча, а потом все утекло сквозь пальцы, и как будто его и нету. Дальше, 17 стих. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Поэтому не будьте как, глупые какие-то, но познавайте, в чем есть воля Божия для вас. Вот об этом говорится. Дни, они очень короткие, они обманчивы, они лукавы. Познавайте, в чем есть воля Божия. Дальше, 18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Здесь, трактовать ничего не надо. То есть вместо того, чтобы пьянствовать, вроде бы тебе там и весело, и лучше духом наполняйся. Пока все понятно, да? Смотрите, дальше идет запятая. Вот для чего мы должны духом наполняться? В самом начале говорится, что вы должны познавать, в чем есть воля Божия для вас. А для этого вам нужно наполняться духом. Вы понимаете? Не потеряли еще эту связь, логическую цепочку? Смотрите. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. То есть для того, чтобы познавать, что есть воля Божия, вам нужно наполняться Духом Святым. Да? Дальше стоит запятая, и идет деепричастие. Да? Говорится о том, что для того, чтобы нам, собственно, наполняться Духом, чтобы в свою очередь познавать, что есть воля Божия, нам что нужно делать? Смотрите. «Назидая самих себя и славословиями, и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». То есть, первая вещь, для того, чтобы нам наполняться Духом Святым, нам что нужно? Нам нужно Его славить. Петь песни, вот то, что мы делаем, прославление. Да, мы Его славим. Для этого мы наполняем, это способствует тому, что мы наполняемся Духом Святым. Для чего? Для того, чтобы познавать, в чем Его воля. Да? Следующее, запятая дальше, 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Следующая вещь, необходимая для наполнения Духом, это благодарение. То есть, еще раз, для того, чтобы наполняться Духом Святым, мы должны Его славить, прославлять. Второе, мы должны благодарить Его всегда за все. Но для чего мы это делаем? Для того, чтобы наполняться Духом и познавать Его волю. Дальше стоит запятая. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Вот это что значит? Это для того, чтобы наполняться Духом Святым, мы также должны повиноваться. Другие переводы говорят, знаете, современные, почитая друг друга, мы должны иметь уважение к друг другу в страхе Божьем. Когда ты не превозносишься, но ты почитаешь других, ты наполняешься Духом Святым. Если ты этого не делаешь, еще раз, внимание, здесь все идет через запятую. Мы должны что делать? Для того, чтобы познавать волю Божию, наполняться Духом Святым. А для того, чтобы наполняться Духом Святым, мы должны, первое, славить Бога. Второе, мы должны всегда за все Его благодарить. У нас сердца должны быть благодарны. Ты не должен быть как неблагодарный. Что-то получил? Да я знаю, я бы и так сам все получил. Но нет, когда ты славишь Бога, ты благодаришь Его за это. И когда мы почитаем друг друга в страхе Божьем. Да? Понятно все? Все согласны? Дальше, внимание. Сразу говорится, жены, повинуйтесь своим мужьям, то, что мы читали. Это как раз про это. Для того, чтобы тебе наполняться Духом Святым, жена должна повиноваться мужу. Она должна славить Бога, она должна благодарить Его за все. И следующее, она должна подчиняться своему, повиноваться своему мужу. В этом
Вот ее повиновение, то, что повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, как Богу, как Иисусу ты должна ему повиноваться, как будто он, да? Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Здесь смотрите еще такой пример. Ну как церковь. У нас кто глава церкви? Христос. Вот как церковь Христу повинуется, так и жена должна повиноваться своему мужу. Но смотрите, важная часть, на этом все не заканчивается. Это еще не все. Следующее, мужья, то есть вы понимаете, да, тенденцию, логику отслеживаете? Он говорит, что наполняйтесь Духом Святым, для этого славьте Бога. Следующее что? Благодарите Его, потом повинуйтесь. И он объясняет, что это означает для жен, ты должна повиноваться мужу. А потом говорит, а мужья, и он объясняет, как ты должен, повиноваться или в другом переводе почитать жену. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Смотрите, он говорит, что мужья, вы должны так любить свою жену, как Христос возлюбил церковь. А как Христос возлюбил церковь? Он умер за нее. То есть здесь он говорит, что мужья, вы должны так любить свою жену, как Христос. Умереть за нее, если что, если нужно. Вы понимаете? Чтобы осветить ее, и предал себя за нее. 26 стих. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна и порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Дальше. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Смотрите, Бог, Он говорит, что оставит человек отца и мать свою, да, и будут одна плоть. И это не просто фигуральное выражение. Знаете, вот когда ты с женой, вы одна плоть, ты о ней заботишься, это твое же тело, как будто. Ты о ней заботишься, и тебе будет хорошо. Я могу засвидетельствовать, вот проверено. Делаешь жене приятно, тебе же хорошо будет. Посему, 30 стих. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его, от костей Его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика». Я говорю по отношению к Христу и церкви. Вот здесь такой вот пример приводит. Как Христос, да, наш Господь, и церковь, Его тело. Мы одни, да, одно соединяем. Мы члены тела Христова. Но он также, здесь пример вот такой приводит, что жена и муж – это одна плоть, одно тело. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. И вот это слово «боится» во всех других переводах, оно переводится как «почитает своего мужа». Не в том смысле, что она забивается в страхе, когда он домой приходит и выйти не может, но она должна оказывать ему уважение и его почитать. Здесь вот такое итог подводится, summary такое, да, что, итак, каждый муж да любит свою жену, а жена пусть она уважает своего мужа. И вот смотрите, когда мы прочитали весь отрывок, уже не звучит так ужасно, что жена должна подчиняться своему мужу, да, повиноваться. Потому что тот муж, который любит тебя, который носит тебя на руках, который все делает, чтобы у тебя в жизни все было хорошо, в принципе, что бы ему и не подчиняться, да? Что бы ему не повиноваться. Но, знаете, на протяжении столетий, вот эта фраза, она была вырвана из контекста, и, опять же, в силу того, что времена были суровые, знаете, примитивные, так скажем, это сейчас женщина, она может работать на какой-нибудь работе и зарабатывать гораздо больше мужчины. Раньше все было гораздо сложнее, то есть, требовалось работать, это грубая физическая сила, и мужчина, он зарабатывал больше, он был более продуктивный, например, в чем-то и так далее, и так далее. Опять же, разные задачи, не потому что мужчина лучше, да потому что он создан для этого. Для того, чтобы ходить, копытить и зарабатывать, и обеспечивать, и заботиться о ком-то, и любить. А женщина, она создана для другого. Просто. Вы понимаете?
Но опять вернемся вот к тому, что было. Брали вот это местописание, что жена да боится своего мужа, потыкали постоянно, говорили и оправдывали. Здесь говорится о том, что муж, он должен быть как Христос. Многие женщины могут сказать: у меня муж как Христос, как Иисус. Такой прямо, я не думаю, что кто-то может такое сказать. Потому что есть еще такая вещь, как грехопадение, да, которое было. И Адам согрешил, первородный грех, и вот этот совершенный дизайн Божий, который был задуман в этом мире, люди все поломали. Знаете, был первый, мы сейчас коснемся этого, определенные последствия после этого пришли, но тем не менее изначальный первый вот Божий план, он именно в этом и заключался. И я думаю, что Адам и Ева, они не соперничали, они не соревновались, кто лучше и кто главнее, они жили просто в идиллии. Они ходили и наслаждались, потому что Адам заботился о ней, любил ее, она его уважала, почитала, больше некого было. Наверное, поэтому. Это шутка. Но Божий план, и все было нормально. Более того, знаете, когда мужчины, они злоупотребляют, они неправильно поступают со своими женами, это грех, Богу это не угодно. Давайте мы посмотрим. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. Говорится следующее. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницы благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». О чем здесь говорится? Что если мужчина, он поступает со своей женой не как с драгоценнейшей вазой, тончайшей, которую там прикоснулся, чуть сильнее надавил, а она разлетелась на мелкие кусочки. Но он должен с нее пылинки, как с немощнейший сосуд, вы понимаете, тонкое фарфоровое стекло какое-то, да? Вот ты ее холишь и лелеешь. Если не так, то тогда что? Она твоя сонаследница, то есть там мы все будем, не будет ни мужчины, ни женщины, вы знаете. Она сонаследница, она также будет в вечной жизни. Если ты так не будешь, то что будет? Бог, Он не будет слышать твои молитвы. Чтобы не было вам препятствия в молитвах. Можно так сказать, если ты там молишься, ответа не получаешь, может тебе как-то пойти что-то с женой со своей, как-то вопросы решить. Итак, как должен выглядеть идеальный дом, идеальная картина семьи? То, как Бог это задумал, да, вот вообще изначально, это когда мужчина и женщина, они не соревнуются друг с другом. Они не соперничают, кто главнее, кто красивее. Потому что, сразу ясно и понятно, кто красивый, а кто умный. Или, не так, а кто красивый, а кто глава, но суть в том, что не нужно соревноваться. Божий план, он вообще не в этом. Они одно целое, и мужчина, и женщина воплощают Божий план и Божие предназначение, когда они нуждаются в друг друге и дополняют друг друга. Как вот мы здесь сидели, знаете, как тело Христово, также оно в полноте. Разные члены, у каждого разные дары, но вместе мы приносим какую-то полноту. Мы приносим тот великий Божий замысел здесь. Итак, мужчина, он глава. Что это подразумевает? Вы знаете, у нас немножко извращенное понимание того, что Бог, Он изначально вообще вкладывал в этот смысл. Кто-то может думать, знаете, такое сразу мирское понятие какое-то, вот там сидит какой-то начальник, да, и там тебе задание дает, а сам нифига не делает. И только тебя отправляет. Но суть-то не в этом. Глава семьи, это означает, что ты несешь за это ответственность. Ты несешь ответственность за принятие решений в твоей семье. Ты несешь ответственность за обеспечение своей семьи, за сохранность твоей семьи и так далее, и так далее, и так далее. В этом самое основное. Чтобы было что поесть, чтобы жена была довольна, чтобы детям было что одеть, чтобы они были записаны в разные кружки, чтобы они развивались там и так далее, и так далее. И за это часто несут бремя на себе женщины, но спросят все равно с мужчин. Он ответственный за это.
Вы понимаете? Вне зависимости, кто принимает решение в семье. Потому что часто не тот, кто должен принимать, в Божьем замысле принимает решение, но тот, кто должен помогать. И смотрите, вот Божий план вообще на самом деле, когда тебе не нужно соперничать, когда тебе не нужно доказывать, кто умнее, кто главнее и кто должен принимать решения. Вот пословица такая есть в русском, да, что муж голова, жена шея, куда хочу, туда верчу. Все слышали, наверное, да? Слышали же? Ну вот мудрость народная, так скажем, она не на пустом месте, в том смысле, что женщина, она призвана, вот как помощница, помогать мужчине принимать решения. Потому что мужчина, какой бы он ни был, на нем лежит ответственность принять решение, но очень часто, не потому что он дурак, да, но потому что не видит всей картины, он не может принять правильное решение. Но ответственность на нем, но жена, она может в силу своей прозорливости, каких-то там даров, знаете, она должна помочь ему принять это решение. И умная жена, она, как вот голова, я шея, да, ты посмотри вот туда. Знаете, вот она же вертит. Решение-то он принимает. На самом деле, классно сказано. Она может помочь ему посмотреть в правильном направлении. Это не означает, что мужчина вообще не советуясь, все делает, вы понимаете? Но мудрый мужчина, он советуется со своей женой, мудрый муж. А что ты думаешь, а как там это? И когда она ему там что-то рассказала и так далее, но ответственность на тебе. Какое решение ты примешь. И когда ты понимаешь вот это, знаете, вот именно с такой точки зрения, то есть прежде всего это ответственность за семью, за жену, за детей, то совсем по-другому вот это воспринимается глава. Знаете, на самом деле, когда вот с такой стороны показать многим женщинам, я думаю, что многие женщины скажут, да зачем оно мне надо вообще вот это вот быть главой? Потому что женщина, опять же, камнями не кидайтесь, я вот свою точку зрения говорю. Все-таки Бог вложил, знаете, вот женщину, ей хочется, чтобы о ней заботились. Ей все-таки хочется, чтобы, не она принимала все эти решения. Чтобы не она. Есть женщины, которые они все это делают, и делают, может быть, успешно, но все равно. Вы знаете, где-то, вот если кто-то придет и найдется, кто снимет с нее это бремя, чтобы ей не нужно было за это отвечать. Слава Богу вообще. Да делай, что ты хочешь. Оно мне надо там вот за эти счета смотреть, которые там оплачивать надо, а мне вот там вот это делать и вот это. Делай сам. Но что происходит часто, когда мужчина, он не делает? Опять же, смотрите, в каждой семье по-разному может быть. Вот я вам сейчас то, что озвучиваю, да, вот какие-то мы, когда функции переходим на какие-то, да, вот непосредственно, кто оплачивает счета, кто там следит, там, вода, электричество там и так далее. Нет ничего плохого, если женщина будет. Я вам просто говорю, что если с нее снимут эту обязанность, я верю, что ей там, да и классно. Чем мне там переживать за это? Если кто в доме в частном живет, когда там мне воду привезут, вот у меня там в генераторе дизель закончился. И вот, женщине это надо, вот это вот все вот это вот. Если некому, или женщина, она привыкла, и она вот тянет, да. Но она не для этого создана. Итак, быть главой – это прежде всего брать на себя ответственность и быть ответственным за свою семью, за свою жену. И вы знаете, вот те сферы, которых Бог Он нас создал нас разными, и то, что мы должны делать, Бог Он также и спросит с нас. Бог Он спросит вообще вот за состояние семьи, Бог спросит с мужчины. Поэтому, что бы там в семье ни происходило, понятно, что виноваты всегда оба. Не бывает так, что это. Но как вот вам объяснить? Вот если взять, например, страну или компанию какую-то, в стране есть президент. Вот что бы в стране ни происходило, там всевозможные события и так далее, но отвечает кто? С кого спрос вообще, если что-то пошло не так?
Отвечает президент, да, или, например, глава компании, если у тебя какая-то компания. Если у тебя компания развалилась, можно сколько угодно говорить, что у меня там бухгалтер, у меня вот там работники такие были, но это твоя ответственность организовать так, чтобы и бухгалтер, и работники, они каждый выполняли свою функцию. Понимаете? То же самое с семьей. По-разному может быть, но в конечном итоге это мужчина. Да? С него спросится. А с женщины что спросится? А если он у тебя такие решения принимает? Ты-то куда вертела головой? Ты ему как-то помогала, что-то вообще происходило? Понимаете, у каждого своя мера ответственности. Что я хочу здесь показать? Мы нуждаемся друг в друге. Знаете, это голову без шеи тоже очень трудно себе представить. Вот так будешь ходить, в смысле. Вы понимаете, да? Еще раз, разные функции, мы не должны соперничать. Бог нас задумал просто разными для выполнения каждой своей части. Но вместе, когда мы дополняем друг друга, когда мы понимаем Божий замысел, Божий дизайн, оно работает. Вот тогда образуются счастливые семьи. Никогда у вас соперничество, кто первый добежит и кусок мяса съест за столом. Знаете? Да нет. Знаете, я коротко хочу коснуться, буду заканчивать. Почему вообще вот так происходит? Может быть, кто-то из женщин со мной не согласится сейчас. Сидит, улыбается, головой кивает. Говорит, не. Но я вам хочу показать, почему может такое вот быть. Давайте мы посмотрим, как в оправдании, знаете, вот почему так происходит вообще? Почему вот это соперничество? Нужно бороться за какие-то права. Давайте мы вернемся опять в Бытие, 3 глава, 16 стих. И здесь после грехопадения. То есть вы знаете, когда Бог, Он сказал, не ешьте отсюда и так далее. Вы знаете, что Ева первая ела. Все истории уже, да, знают. Хорошо. Дальше что происходит, когда Бог, Он пришел уже? Жене сказал, умножая, Бытие 3 глава 16 стих, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Еще раз, это результат грехопадения, да, вот то, что произошло. Давайте я сейчас в современном переводе прочитаю. И для чего? Потому что первые стихи, все понятно, да, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. Здесь для женщин все ясно. В болезни будешь рождать детей, тоже все ясно. А вот здесь, смотрите, интересная такая вещь. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Есть две точки зрения вообще вот на это, потому что, сейчас я вторую версию прочитаю, наверное, может быть, будет понятно, какая вторая версия. Итак, современный перевод под редакцией Кулаковых, 16 стих. «И женщине сказал он, многие тяготы в беременности твоей уготованы мною тебе. В муках рожать детей будешь, стремиться будешь мужем своим владеть, а он властвовать над тобою будет». И вот здесь вот эта вторая часть стиха, вы знаете, есть две версии, трактовки вообще, потому что слово, оно дословно, если посмотреть, то вот именно влечение, да, вот, наверное, лучше всего на русский язык перевести, но непонятно, что за влечение, какое влечение. Вот есть две версии, что первое влечение, как в сексуальном плане, да, что женщина, она будет хотеть мужчину, все равно к нему стремиться, но он будет господствовать над тобою. Вторая версия есть, это что ты будешь мужем своим владеть, ты будешь пытаться им руководить, ты будешь хотеть вроде бы выполнять те функции, которые предназначены для него, то есть владеть своим мужем. Но у нас кто? Глава в семье – это муж. Но ты будешь хотеть главенствовать над ним, а он все равно будет господствовать над тобою. И вот это вот результат грехопадения, то, что Бог, Он сказал. Две версии, выбирайте, что вам больше нравится. Но я к тому, что, знаете, можно было бы, я мог бы вам одну версию привести,
и натянуть сову на глобус, и подтвердить свою точку зрения. Но что это, то, что я вам хочу сказать, вы знаете, это Божий план изначально, он был немножко в другом вообще. Мы должны дополнять друг друга, мы не должны соперничать. У нас разные функции, но все вместе, вот она идеальная картина. Но в результате грехопадения происходит так, что женщины, они часто пытаются заруливать мужчин. Мужчины часто, они становятся как тряпки. Они не выполняют своих функций, то, к чему они призваны. Какой руководитель, если он там о себе позаботиться не может? Как он может позаботиться о семье? Вы понимаете, о чем? Это тоже, я верю, результат грехопадения. Часто это результат какой-то, знаете, когда женщина, она, может быть, выросла в такой семье, мы родителей не выбираем. Разный печальный опыт может быть. И где-то женщина, она выросла, и она понимает, что если она сама себе дорогу нигде не пробьет, никто о ней не позаботится. К сожалению, так. И она берет все в свои руки, и она идет, и она пробивает, и она делает. И потом, когда она встречает того человека, который соглашается стать ее супругом, она еще по старой привычке также его пытается прогнуть и так далее. Но кто его знает, сейчас он со мной, потом он не со мной. Это, знаете, это еще одна из та ложь, которая в этом мире. Почему Бог, Он сказал, что соединятся и будут одна плоть? И человек не может разделить то, что Бог соединяет. Мы вообще изначально призваны, если ты муж и жена и одна плоть, если у женщины есть эта уверенность, и у мужчины есть уверенность, мы уже все, мы никуда не денемся, мы одна плоть. Нам надо как-то, теперь там и трение возникает, надо притираться. Что хочешь, надо делать, понимаешь? Мы не можем разводиться. Это не Божий план в этом тогда, и тогда мы это решаем. А если так, и тогда женщина, она не чувствует себя в безопасности. Сейчас он со мной, потом он меня оставит, а что мне делать? Значит, я должна работать, мне нужно чтобы у меня деньги лежали в банке, если он уйдет от меня, у меня чтобы то было, мне этот бизнес. Вы знаете, я больше чем уверен, если бы у многих женщин, у них была бы уверенность в обеспечении в своем, что мне хватит денег мне, моим детям и моим внукам на 2 следующих жизни, многие бы женщины занимались бы каким-нибудь свободным творчеством, занимались бы детьми, и не нужно было бы им вообще ходить. Еще раз, я не уменьшаю, этого. Есть много женщин-предпринимательниц успешных, многих женщин еще, которые как-то зарабатывают. И это нормально. Наша жизнь, она такая. Это вообще нормально. Но Божий план, еще раз, я вам просто про что говорю изначально. У мужчин больше предрасположенность к этому, так скажем. Просто потому, что Бог ему дал больше тестостерона. Тот гормон, который отвечает за то, что ему нужно везде идти, соревноваться, что-то делать, кому-то доказывать. Женщине не надо ничего доказывать. Она уже всем все доказала. Итак, в результате грехопадения, то, что мы посмотрели, в том числе, почему у женщин может возникать такое желание. Есть еще также, конечно же, это откладывает отпечаток, как мы созданы, на нашу роль не только в обществе, не только в семье, но и в церкви также, и мы сильно не затронули, и время у нас уже просто на это нету, и это прям тема для отдельной проповеди. Но так как у нас год семьи, и так как я говорил, что у нас, мы будем много в этом году, вы знаете, у нас в России год семьи, в смысле президент объявил, и на самом деле семья – это такая ячейка общества, знаете, фундамент, база, и то же самое для церкви. И я верю, что человек хочет, чтобы у него семья, она была хорошая, чтобы она была счастливая, чтобы ты приходил домой, и тебе не хотелось оттуда уходить. Ни в гараж к друзьям, ни на рыбалку бежать. Это нормально ездить, в смысле, имеется, вы понимаете, о чем я. И чтобы жена, она также не ходила куда-то с подругами. Это нормально ходить с подругами, но имеется в виду, что ты приходишь домой, и ты чувствуешь, что это безопасность, что тебе хочется там быть, тебе там рады. И то, что сегодня мы коснулись, знаете, это самое начало. Мы созданы по-разному, и это очевидно, и глупо это оспаривать,
но это не означает, что мы не равны. Мы равны. Мы просто для разного созданы. Но мы нуждаемся в друг друге, и вместе мы дополняем друг друга. И есть много всевозможных особенностей в семьях. И если, например, муж и жена, они как-то договариваются, и жена, она делает что-то одно, но тем не менее, знаете, вот есть определенные вещи. Любая женщина, она нуждается в том, чтобы о ней заботились. Понимаете? Многие женщины, они такие независимые, и вот на Западе опять вот эта тенденция феминизации, когда ты придерживаешь дверь для того, чтобы женщина, она прошла, а она оскорбляется, потому что ты ее унизил, как бы. Все с ног на голову. Это нормально. Аминь. Давайте мы помолимся.